Друзья, всем привет! Вы смотрите ПХЗ. В черном. Что? ПХЗ у нас называется передача. Что ты ПХЗ? ПХЗ — это Да. хорошее Улжан, Угу. плохой Фаниль Рафиков и злой Михаил. ПХЗ. Все, понял. Улжан, приветствуем тебя. Спасибо. Можно снять очки. Давно хотели тебя позвать в гости. Угу. Фаниль каждый второй выпуск говорил о том, что нам нужна девушка в студии. И вот настал тот день. Фаниль, Легендарный день. твои эмоции. Шикарно. Я просто... У меня глаза разбегаются. Он светится. Да, светится вот так вот. Глаза, короче, по орбите бегают. Ну, не простой у нас сегодня гость. А были ли простые? Были. Ты, например. Я не был гостем. Ты ж сидишь постоянно тут. Ты есть гость. Мы все Хозяин. гости. Да. Мы с тобой... Я просто, чтобы ты Хозяин. вспомнил формат передачи, мы приглашаем кого-то в гости. Хорошо. И люди, Я которые просто приходят- Я в недавно центре, не был поэтому здесь. я гость. Да, вот. Все. Улжан, Это... спасибо. Ну, кто не знает, это первый промоутер, да? Вот, Да, кстати, первая вот девушка Первый промоутер. промоутер женщина. Подожди, дай я скажу. Нет, Первая Я, девушка кстати, промоутер в первая СНГ. девушка. Я об этом Да. думал. И менеджер еще, не только подожди, но в промоутер. СНГ же входит еще и Россия, и есть же девочка Таня Кукаева, которая менеджер Марата Балаева. Я не знаю ее. Ну, Поэтому- самый медийный менеджер тогда. Давайте Поэтому ты сделаем не так. знаешь. Самый медийный Так менеджер. Вот. лучше. Ну, кто знает, Хотя кто Таня... Таню Кукаеву? Я тоже. А ты знаешь Марата Где? В Балаева? узких кругах? Знаю. Вот, у него менеджер девушка, и она просто всегда себя типа позиционировала как первую девушку. А Менеджер. сколько у нее Ну, ты её подписчиков в только Инстаграм? знаешь. Я тоже её Вот, не вот знаю. Фаниль не знает ее, Ты значит, она... знаешь не- ее? Как? Откуда? Таню? Вот он говорит, что не знает. Нет, конечно. Куку, Таня Кука. Ну, сколько у нее подписчиков в Кукушка, Инстаграм? Давайте посмотрим. Давайте Ну, посмотрим, зайдите. проверим. Нет, я имею в виду, ладно, там, медийная. Не, может, она медийная. стала после того, как я Нет. уже стала менеджером? Я стала год назад. А, не, она уже... Сколько Марат уже? Там 4 Но года. она же в сфере ММА, это в сфере бокса. Да, девушка да, да. двигается. Бокс это другое. Бокс это не Ладно, ММА. не тяни свои хэв, успокойся, положи телефон. 13 600. Не свои. 13 600. У меня 10 400, ладно. Но она 4 года, 600. а я год. Да. Поэтому у А меня- эффект маленький. Видишь? А здесь Да, эффект результат не большой. такой. Эффект Я... большой. Ну, давай. Что, я уже подсказал про этого человека. Ну вот, Ты- у этого человека 4 бойца, 3 боксера, 1 боец ММА, не Мгм. очень воспитанный, но боец. Почему не очень воспитанный? Хабиб, По- топчик. М, А последнее что с ним видео такое? К обращению к Нурбеку Ага видели? Ну да. Воспитательные работы провели? Так это же соавторство. Воспитательные Улжан. работы Нет. провели? Бой Нет. делаем им? А зачем? Нет. Какой? А зачем? Невоспитанным назвал. Нет, И ну... чё? И чё? Я могу А в лицо что? сказать? Ну, надо Хабиба спросить, захочет он бой Могу в с лицо Фанилем. сказать, невоспитанный. А Видишь? что с ним, Когда что с ним человек невоспитанный? тебя старше на 20 Так- большим лет, ну, возможно, на 20 лет. Ну, на 20 лет. Чё-то ты А сегодня вы читали текст, типа, На который 20 был? лет. Ну, я Обращение имею в виду, к уважаемому президенту Нет, Лиги. причём тут к уважаемому президенту. Там Да. как было сказано? Нет, ну текст. Нурбек там было сказано. Нурбек, да. Можно было обратиться «вы». Ну, если нету в их языке дядя или агай, ну, можно было и агай, Но- потому что он бьется у нас в Казахстане. Можно и агай обратиться. Ну, я не Потому думаю, что он это было Ну, я дерзко. не знаю. Ну, на самом Ну, деле, провели- типа, это же провели все просто... воспитательные работы. Нет. А надо. А почему? Он только хотел надеть очки и не смог. Но не... Окей. Пока работа не будет Чем- воспитана, он без Почему очков всех так возмутило это видео? Ничего такого в потому нем нет. что- Он просто обратился Я не знаю, к как президенту. уважительно обращаются. Может быть, ну, просто он чуть-чуть с таким гонором это сказал. Типа, ну, я согласна, это было. Типа, насчет этого мы поговорили. А в целом-то ну, видео нормальное было. Воспитательные работы надо проводить со своими Ну, вы, кстати, подопечными. мне еще писали в этом, Да, в переписке писал. тоже, да, Переписки да. Вы писал. любите, да, меня поучать, типа, как правильно говорить, Ну, как как обращаться надо со своими правильно общаться. Он подопечными. хочет Своими стать подопечными. первым менеджером менеджера. Да. Хотите? Менеджера хочу Не стать. хотите? Такого еще не Я было. могу научить С чем? с менеджером. Как? Вы со своим справитесь? Ну, я со своим 100% справляюсь. Мы сделали пояс. Мы же не видим этого. Давайте Как? сделаем им бой. Как, ну, в ММА может быть не такие прям ошеломительные результаты, а Ну, если когда мы будет берем... у него пояс, тогда и сделайте. Может быть, сделаем им бой? Может, все-таки бой? Миша, ты хочешь в бой? Может быть, бой? Нет, Нет. просто... Он бьется 66, Да. без проблем. Поднимется 70. Я не думаю, что он 77. захочет подняться в 70, но он уже Ну, провел. менеджер за него разговаривает, поэтому... Да, да. Ты должен был сказать сейчас. Если вы его не воспитаете, я его воспитаю. Это был бы уже как вызов, действительно. Ну, это реально было бы как вызов. Ну, Делаем? не я его менеджер. Делаем? Что делать? Ты менеджер его менеджера. Ты менеджер его У меня менеджера. есть бой. Знаешь, в ты чем знаешь, проблема? у Я меня менеджер менеджера его менеджера. есть- Менеджер, у меня есть бой, ты знаешь. Нет, я, кстати... Какой бой? Не, я вот думал, что у него есть Большой бой. один. Вообще, тут сидит Данил Донченко где-то.
Но мне скажут, что у вас уже нет боя. Не с ним бой. Почему? Ты не знаешь, с кем бой? Нет. Ну, Нет, скажи, не знаешь. нет, Ну, смотри, сделайте тогда мне анонс говорили, сейчас, но я какой в бой это будет. пока не супер верю. Не супер веришь? Да. Я А верю. с Данилом Доченко я хотел посмотреть ваш бой, потому что вы же оба чемпионы. На следующий год. Погнали. Почему на следующий год? Ну, потому что в этом году у меня другие планы чуть-чуть. Какие? Оскар хочу взять в Голливуде. Реально? Да, реально. Хочу фильм сняться. Голливудском. Мне кажется, можешь танцевать танец Дэдпула, и будет нормально. Нет, Дэдпул уже занят. Поэтому планы у меня сейчас другие, большие, грандиозные. Поэтому сейчас как все убаться. У Дани тоже защита в этом году. В этом году же? Просто вы сегодня с охраной пришли. В лице Да, Данила да. Донченко. Даня, ну потом может зайти тоже в кадр. Даниил теперь Пообщаемся. тоже боец, которого ты ведешь? Пока нет. Саят напрягся где-то. Да. Да нет, Угнали нет, у нет. Саята бойца. Да это шутка, не веду, Окей, не окей. веду. Ну ладно. Продолжим. Давай про 4 бойцов. Есть Хабиб, это единственный боец по ММА. ММА. Да, И 3 боксера. да. Это Балуса, Ножа. Катачига и Катачигов, да? Нет, Катачига. А просто он у тебя Не-не-не. так часто в инсте был? Ты Ну, сказал, мы что просто он с ним выкладывали видео, я делала, когда контент был. Совместки. Да, совместки были. Фаниль все-таки хорошо знает мою страницу. Я же изучил. Я вчера Я тоже подготовился. Я вчера подготовился. Я тоже. Посмотрел. Что это было? Лента. Типа сверху вниз? Я тоже Да, не понял. лента ваша. Подготовился. М. Правда, не все сказали спрашивать, поэтому... А что, ну спросите вопросы, которые хотите. Цензура. А Ладно. что? Ну, потом это потом. Хорошо, Я уже примерно хорошо, представляю. хорошо. Самое- Хорошо, самое- подожди, давайте проверим. Самая знаменитая из ваших подопечных это... Балуса. Она у нас Балуса. была уже. Я знаю. Но не у вас, нет, с Не у тобой нас, и с а Жуманом. вообще, да, на подкасте. И... Его не недавно- было? Поздравляю вас, Нет. да? Вы пояс выиграли? Да, Позже было бы- выиграли, да. А Это это пояс организация- какого значения? Просто на самом деле в боксе же очень много версий всяких. 5. И вот, да, 4 основные. мне интересно, по какой версии вы выиграли, потому что, насколько я знаю, в боксе сейчас один у нас реальный чемпион, это... Геннадий Головкин. Не-не-не. Кто? Жанибек. Алимханула? Да, Алимхан Улы. И то, да, вроде сейчас у него... Он, то, кажется, что вес взвешивание да, провалил. да. Но на данный момент это вот единственный, кто, как настоящий, все, наверное, чемпионы мира, а по легитимный, который котируется Ты себе в мире. врагов сегодня нажил. Почему враг? Так я могу ответить на этот вопрос, да? Сейчас, Блубей смотри, это правильно одна из скажи, основных... вы не настоящие чемпионы. Причем тут не настоящий чемпион? Просто версий очень много. Как? Ну, я знаю Ну, 4 основных. Какие 4 основные? Давайте. WBC, Да. WBA Да. и IBO, да? Нет, IBO это 5, она не является основной Ну, версией. короче, вот WBA, я IBF, говорю, особо я в боксе WBC, не шарю, WBO. я еще раз говорю. Ну, насколько мне известно было, ну, и насколько я уведомлен вкратце, я не эксперт, один у нас настоящий, такой вот легитимный чемпион мира, который... Сейчас скажу. Если что, за кадром говорят, тут Фаниль. Я девушка пытаюсь красивая. просто сказать, Да. но Фаниль хочет просто Не, все ну, внимание. Кто? Ничего Кто по знаку зодиака? А, кентавр. Нет, серьезно, кто? Скорпион или лев, да, скорее всего? Я Нет, лев. ты же- Ну, это ты понятно. знак зодиака перебивалчик. Это перебивальщик. Этот, Или смесь, Овен. скорпион. Так, ладно, Да. ответ. Овен, Улжан, Овен. прошу вас. Хорошо, ладно. Мы взяли... В общем, в боксе есть 4 основные организации. Я думаю, вы знаете. WBA, Только Фаниль рассказал мне. да, WBO, WBC и IBF. Мы взяли по организации WBA, потому что мы по ней идем. Это одна из основных 4 организаций. И Балуса сделала такой прорыв в истории Казахстана, потому что она стала первой женщиной-боксером, кто получил вот этот вот пояс WBA. Поэтому это не какая-то такая... А Лукас? Ну, А у нее какой пояс? у нее там... Перешли горячую тему. Нет, Давай, погнали. это прикольно, что... Ну, это Это что-то прикольно, что прям... Улжан, типа первый менеджер. Ну, честно, я не знаю ее организации, Типа, по которым она И выходит. Лукас это тоже не чемпионка мира. А что? получается. Нет, у нее-то есть какие-то пояса, 2-3 пояса есть, но Ну, вот а у по нее... каким версиям? А я Это не знаю, что? я не слежу за Бокс, за ним. карьерой Лукаса. А точно. второй вопрос назревающий. Она меня У- заблокировала в Инстаграм, кстати. А я... Нет, да. честно, я не знаю, почему меня... Я хотел про это Почему спросить. незнакомый Она человек... многих блокирует, Нет, кстати, не про насколько это. я Вас знаю. тоже заблокировала? Не, я Его не знаю. все уже. Его все уже. Я тоже, кстати, хотела после переписки, но Правильно. думаю, ладно, Я вот, оставлю, не буду Улжан, наживать знаешь, себе о чем врагов. думал?
ты девушка-менеджер, Да. Балауса девушка-боксер, Лукас тоже девушка-боксер. Если поездить по городу, ну, раньше точно, я в боксе не особо шарю, но все равно на билбордах видел часто Лукас берут, да, как своего амбассадора разные компании. Балауса тоже появляется часто в какой-то медии. И, Да. по сути же, большой бой, плюс у них есть история, да, начиная с любителей. Почему бы не организовать какой-то супер большой бой? Потому что в боксе, в женском, наверное, ничего больше как раз в странах СНГ и придумать невозможно, правильно? А что именно? Ничего больше? Что ты Какой-то имеешь? реванш. Ну, а история зачем уже реванш? есть, история есть. Ну, уже а на самом смысл деле просто большая. Балауса же вырубить ее в первом раунде, это факт. ну вот в этом и смысл. Кто-то... Ну, Вот, типа- можно еще раз сюда и... Балауса вырубит Ангелину Лукас в первом раунде. На 45. Люди любят нокауты. Ну да, я знаю, но просто нам пока не Особенно интересен женские. нам не интересен этот бой на данном этапе. А денежки? Это же можно Ну, продать. я не думаю, Я просто вот, даже если смотреть мои знания в боксе, ну, они никакие, но окей, кого я знаю из бокса? Я знаю Балаусу, ну, про казахстанский, да, бокс говорим, Балаусу, Я Кэти Лукас. Тейлор знаю. ну, она Кэти не из Тейлор Казахстана топчик. же вроде, Она из Англии. из Англии, вот. И Ну вот Кэти Тейлор. И- Кто-то не любит Шотландии женский вроде, бокс. нет? и Фирузу Шарипову. Что всё. это? Из Шотландии, типа, вроде поправили. Мир крутится вокруг у пальца. И Фирузу знаю. Вот есть 3 девушки-боксера, и просто если у них уже есть какой-то конфликт, то прикольно было бы его раскрутить. А весовые категории, наверное, да, еще разные, нет? Ну, она на самом деле спустилась. Она была в одной весовой категории с Балаусой, а потом она решила спуститься. Ну, тоже Это не по какой? непонятной причине. Супер минимальный, как... А Сколько? у Балаусы 53,5. А Она там, спустилась на 51, кажется. видишь, 2 еще килограмма, очень один много бургер высокой съесть. категории. Ну да, но в любом случае. Зачем-то она это сделала. Ну, не крутой разве бой? Вот так Ну, не можно сейчас. продать его. Ну, не сейчас, потому что мы хотим взять уже чемпионство мира в этом году. Тоже по В версии Америке? WB. Нет, здесь пока. А уже к следующему году будем двигаться в Америке. Ну, это Там хороший, проводить бои. хороший. Ну и после этого, как мы уже вернемся с Америки, завоюем там 2 пояса, после этого можно подумать об этом бое. Но пока, честно, я вот с тренером разговариваю, это мой отец, пока он не хочет, он не видит этого боя. Ну, как честно, бы он в я основном только... является основным. Извините, что перебил. Я один только бой видел. Это, знаешь, сейчас такая картинка, типа вот эта команда, все вот такие. Да-да. Я один бой видел Балаусы. Ну, мне понравилось. Вот я не особо женские бои смотрю. Я, когда у них это универсиада, в том году скандал еще был. Универсиада же была. Там Спартакиада кого-то была. судили же, да, кто-то Да, говорил? я вот этот бой в трансляции смотрел. Ну, блин, Балауса мне понравился. А вот когда с Лукас боксировала она. С Лукас же боксировала. Да, Там Лукас сплит был, да? боксировал. Ну, я насчитал 3-0 по раунду. Да, 3-0, Балауса сухую вторым выиграл. номером работала, да. там Ну, Балауса подавлено. частенько на втором номером работает на контратаке. Но вот именно стиль ведения боя, просто, ну, я тоже бокс не особо так смотрю и не понимаю именно, как судят судьи. Ну, мне визуально Мы понравилось. помним Чё? твою историю в боксе. А какая история в боксе у Фанира? Засудили? Когда? Где? В А я любителях? Нет, я в ММА перчатках боксировал, он знает. М. Выиграл? Я Да, но мне кажется, засудили. А где? Наше в дело. нашем деле боксировал. Прикольно, у Не нас что хочешь есть бокс. взять подопечного? Нет, бокс, Фанилю- я предлагал, я говорю, Не, бой не. организуйте, попросил. Не предлагал, а попросил. Не, Организовать мне- бой по боксу. Я же говорил вам, писал. Когда вы мне не писали ни разу, вы что? Ты- Я говорю, Не ты Куки было писал. такого. как Куки писал. Да. Да, Точно мне не- таблетки не выпил перед выпуском, да. Ну ладно. Надо было блокировать. Надо Тогда бы было, да, надо было. Я думала об этом. Против А Данилы? по боксу хочешь? Давайте стердаун. Когда плов? 15 секунд. Не улыбаемся. Что так плохо? Все, теперь на камеру. Киви ты, а не мобилограф. Здравствуйте. Хотите Пониже мастер бой, спорта пишите в по боксу, комментариях. правильно? Да. Вот. Погнали. Интересно. Какие перспективы вообще у Балаусы в профессиональном боксе? Действительно будет какая-то суперзвезда, не знаю, вот на уровне кого? Ну, на уровне Канела. Настолько. И такая тишина, да? Курлы, Типа курлы, никто курлы. в это не верит, да? Не, почему никто не верит? Я- Ну, потому что, типа, Вот потому что... Вообще по просто сложно стилю- верить в женский бокс, ну, потому что он действительно не такой популярный, как мужской, поэтому Да. на уровне Канело уже есть сомнения, да? Ну, у меня, я просто... Дискриминация. Ну, Балауса- Нет, я говорю про... Балауса станет Канело в женском боксе. Просто на своем уровне. На самом деле у нас действительно Ну, такие весовая прям... категория, наверное, иное. Больше как иное. Почему иного? Ну, а не одного веса. И что? А боксеры Я не знаю, сколько... Да, А? при чем здесь иного? Да нет, я имею в виду... У него тоже. вообще, типа, он в основном только в Японии дерется. Он же в Америке Но даже он не сейчас В супер дерется. Америке популярный, тоже да, подрался. да. Он очень Когда популярный. подрался в Америке? В Америке он Ну, дрался. я его знаю тоже.
Он очень знаменитый, кстати, в своей. И, по-моему, Согласен, даже я о нем второй, знаю. Второй или третий номер. 4, да, у него пояса сейчас? Да, абсолютный чемпион мира, кстати. 5 тогда. Ну, может, 5, не знаю. А еще The Ring, вот это неофициальный пояс. Нет. Пока у него не будет Рингсайд-версия пояса это- нашего дела и РЕН-ТВ, он для меня не боксер. Только после этого уже. Да? Еще какой есть пояс? Что-то там еще какой-то есть. А, этот какого? Правда? Да. Правда. Ну, а вы какое видите будущее у Балусы? Нет, я не знаю, я говорю... Не, в целом, типа, вы же давно уже понимание в этой в боксе индустрии. очень, на самом деле, Ну, он не слабое. боксер, Да, он я вообще. борец. Я в ММА разбираюсь, в боксе не очень, и я понимаю, что женский бокс, он все равно отстает сильно, как и женское ММА, поэтому мне Ну да. интересно, какие вы видите перспективы, потому что, ну, я вижу, что работа проводится. Вот у нас была Балауса, и она, на самом деле, реально, ну, очень приятная в беседе девушка, поэтому хочется ей какого-то хорошего будущего пожелать. Интересно, как менеджер видит ее будущее. Но на самом деле сейчас у нас вот мы сфокусированы на том, чтобы забрать как можно больше поясов. Ну, по основным версиям, потому что у нас нету такой сильной конкуренции в нашем весе. После того, как мы уже заберем основные пояса в нашем весе, уже будем спускаться, но передвигаться по другим дивизионам. И у нас, если честно, основной фокус это на рекламных контрактах, потому что Балуса харизматичная, красивая. Нам вот предложил один из крупнейших брендов Америки уже сотрудничество, ну, на хорошую сумму. Поэтому, в принципе, я вижу, ну, достаточно яркое будущее у Балусы. Я это понимаю. Сейчас даже по нашей статистике у нас все хорошо идет. У нас уже есть один рекламный контракт, несколько таких за год было крупных рекламных интеграций одноразовых, но они были. И в целом, ну вот такой план. А если не секрет, на каких вы отношениях 10% менеджер получает? Ну, я не буду, да, это... Да, это Просто так. вы начинали... Я так- Ну, я же готовился. Вы начинали с того, что вы подруги. Твой отец – это ее тренер. Ну, как подруги, типа, ну, мы в хороших очень Подруги, отношениях. мы- Не, мы в очень хороших отношениях, Only на самом business. деле. Ну, не он ли бизнес. В любом случае, менеджмент подразумевает собой очень тесное взаимодействие с боксером, поэтому в любом случае ты на человеческий фактор тоже А обращаешь дележка? внимание. Дележка бабла. Как происходит? Я, ну, честно, Он я... просто, все сдалека заходит, он хотел спросить. Ну да, я поняла, то, Дележка что... бабла. Ну, как просто я не происходит? хочу об этом говорить Не, я сейчас. думаю, Не, ну, нас сейчас процентовки. Что-то она вам отдает. Не, ну, конечно, да, я же не конкретно- бесплатно ну, всё, работаю, конкретно конечно. говорю, нам не Получается, дружба дружбой, он ли бизнес? Да, нам конкретно суммы не нужны, просто интересно Да. было проценты. Я, может, просто мы думали, что... Ну, я просто о деньгах не бывает говорю в братская. интервью. Ну, мы о процентах, не о деньгах же. Ну, это странно, типа, я же на энтузиазме не буду полным работать. Нет, ну я и говорю. Не, знаешь, Ну, говорят, по-любому работать есть. на перспективу. Ну да, как по-любому, да. Да, на Но в перспективу. боксе на самом деле сейчас очень мало денег. Просто нужно довести одного чемпиона, и после этого уже будет для меня как кейс, и будет намного мне проще продвигать других своих боксеров. Потому что у меня основной фокус-то на Балусу. Я правильно понимаю, что вот вы хотите сделать ей чемпионский бой здесь, в Казахстане, чтобы она Да. этим пользовалась, но за это же надо тоже платить за какую-то лицензию боксерскую, не знаю, как это вот все работает. Привести какой-то турнир, организовать, комиссию. заплатить сопернице. Это же на вас лягут же, да, правильно, эти траты? Ну, я на самом деле типа не распространяюсь, как я веду свои дела в этом плане. Вообще, насколько я знаю, торги. Да, ответить уже. Я просто спрашиваю. Фаниль решает мне насколько- Ну, я так более-менее тоже, типа, я же все изучал. Только, знаешь, вот За. приоткрывается завеса у нас тайны, и ты Да, вдруг да, да. врываешься. Нет, ну я бы сделал так. Я бы Обязательно вообще надо про себя торги, сказать, обязательно. Торги происходят. Балауса, да? Насколько приходи я ко знаю. Нет, нет торгов. Торги- у меня торгов здесь. нету? Ну, здесь нету, да, пока. А, ну это на высоком уровне, наверное, торги проходят. Ну да, уже на высоком уровне, когда Да, повыше. sorry. Ну вот у нас в октябре Не будет знаю, бой в боксе ничего. у Балусы тоже за чемпионский титул, уже за чемпионство мира. Скорее всего, мы будем брать его. И потом дальше будем смотреть. Ну, у нас есть план, на самом деле, дорожная карта в разрезе 4 лет. Просто она постоянно корректируется, исходя из ее положения, из тренировок, исходя из... Панич скажет, я за 3 года сделаю Какая карта? на воздушной карте. Дорожная карта. Да, Ну, Ну, план. дорожная А, план, план. стратегия, А, как, я думал- как я буду ее продвигать, как мы будем подниматься в рейтинге. На Я самом деле думал- сейчас Балауса первая по Казахстану, 62-я в мировой рейтинге. И 11-я в рейтинге WBA организации. Представляете? То есть мы уже в рейтинге так хорошо стоим. Прикольно. Поэтому мы типа, уже нормально можем взять пояс IBO, скорее всего. А у тебя не пытались выкупить ее? Пытались. Расскажи. Ну, были... На самом деле, у меня пытались больше выкупить Фаниль? Хабиба. Фаниль? Серьезно? Фаниль хочешь И он быть так смеется, менеджером? как будто какую-то историю он знает, что он Ну хотел. да, у меня тоже ощущение. Я так. хотел Или типа ему я смешно то, что Балусы, скорее всего, не хотят выкупить на 10 таком тысяч уровне, тенге я типа, скорее предложил, всего. сказали нет. Я представил,
Как можно человека выкупить? В смысле? Нет, а ты... За тебя пока менеджеры не борются. Я не знаю, как можно у человека купить. А ты мне другой скажи, за тебя менеджеры борются? Я не знаю, я тебя попробую на торги выставлю. Может, он купит. Попробуем, выставим. Сегодня на Каспе. У Фанили нет менеджера, да? У Фанили нет менеджера? Я сам себе. Я, кстати, реально сам не знаю. У тебя есть менеджер? А? Нет, говорит. Что? У тебя же менеджера нет, получается. Че? Он, кстати, не говорит о деньгах. А, серьезно? Нет. Деньги это зло. Ну, мне тоже надо так отвечать, что деньги Да, это деньги зло. зло. И Поэтому у меня их нет. Мишу, может, он купит. Поборются за его лысую Так, голову. Да, на чем мы Кто остановились? пытался... Ну, были брать себе пару частных менеджеров с Америки, которые хотели предложить мне хорошую сумму, но я сказала то, что нет. Но я отказалась. Ну, На самом деле больше людей хотели выкупить Хабиба. Они сами напрямую после боя. Такой вопрос, типа, Хабиб? Серьезно? На самом деле, Они да. перепутали, наверное? Просто после первого боя к Хабибу подходит какой-то менеджер, я не буду говорить, из какой страны, и он, зная меня, предлагает менеджерский контракт Хабибу. напрямую ему без тебя. А вы ему, Напрямую. наверное, только И- одну часть скинули, Хабиб имя. Что именно? Ну, думали, перепутали. Нурмагомедов думали. Булачев. Понял. В общем, А он все это время Хабиба Нурмагомедова учил? Ты хотел его... не серьезно? Его перевоспитать хотели? воспитывал? Это ж про Хабиб было. Скажите это сейчас, прямо на камеру. Кстати, Я хотел перевоспитать Быстрый Хабиба прикол, Нурмагомедова. просто Хабиб Давай, Нурмагомедов, он на самом деле, смотрит что-то. Не уверен, что он будет смотреть эту передачу. Он мне просто говорит, я сейчас был же в Абу-Даби, Я к нему в знал, зал что зашел. ты И говорил. он говорит, типа, я я Резникова смотрю. смотрю. А я смотрю, смотря. Что ты смотришь? Так что будь осторожен. И чё? Не знаю. Узнай. Дальше. И Так. тебе Хабиб говорит. Да, и мне Хабиб говорит уже после боя, подходит, вот, ко мне подходили, потом он писал ему очень долгое время, потом с другой организации к нему тоже подходили, оказывается, зная меня при этом. Я просто тогда была в шоке, что мужчины так делают. Ну, типа, меня пытаются перебить через Хабиба, они напрямую ко мне обращаются. Для меня это уже был такой показатель. А вообще история подписания Хабиба как произошла? На самом деле, в Инстаграме. Типа, не знаю, мне кажется, Пролайкал все честно... твои фотки? Нет, нет, на самом деле, вот честно, все произошло. Нет, он не лайкал мои фотки. Я просто... У меня тогда было чуть меньше запросов. Я увидела его сообщение, рассказала об этом папе, что вот есть такой боец, показала ему бои, и папа порекомендовал мне его подписать. И все. Ну, вот так реально как-то спонтанно А это как он получилось. А папа вообще получает процентку, потому что Балуса его ученица? Хабибу Да, он конечно. порекомендовал. Конечно. На братском тяжело. Я думал, туда папа все помогает, а в итоге... все Не, девушки папа тебе. мне капец как помогает. Без него я вообще бы не справилась, и без него бы я не попала вообще в эту индустрию. А вот получается, как в крупных таких кемпах, тренеров всех оплачивают, и в том числе ваш отец, принимает участие, и какой-то тоже, да, процент получает. Откуда? От победы Балаусы. Ну, конечно, получает. И, да. Молодец, Фаниль. Очевидный факт. Ну, я имею в виду, у нас... вот, Ну, типа, например, как тренер не получает проценты нет, у вас? у Вы нас не на платите многих- своему на тренеру? многих, у нас в Казахстане, в СНГ, насколько я знаю, на братском отношении работают, так же, как и ты знаешь. А как можно Что на ты сидишь, братском- улыбаешься? А что, нельзя Не, улыбаться? а как на братском отношении можно работать? Половина, он Труд сам должен знает. оплачиваться. Представляете? Даже бойцы Это UFC, бокс, это не ММА. даже бойцы Да, какая разница, UFC ММА или работают бокс? на братском, и ты прекрасно об этом знаешь. Это бокс. Тут все по-другому. Надо знать. 4 пояса. Да, здесь все И пятый подарок. Пятый подарок. 5 основных организаций. Ты сказал, что удивлена тому, что мужчины вот такими вот кознями, да, за спиной женщин. А вот я тоже подумал, ты думаешь, если было бы много менеджеров девушек, то была бы другая атмосфера? Ну, на самом деле, есть женская солидарность. Я Все, не... оказывается, наоборот же, нет? Нет, ну на самом Ну, деле как может мужчины быть в женская индустрии солидарность, единоборств, я вам нормально? скажу, типа не совсем честные. Ну то есть постоянно пытаются меня как-то обойти или где-то задеть, где-то что-то сказать. Чем? И у меня вопрос, разные моменты, если я не буду вдаваться в подробности. Просто неприятно, как бы мужчина должен оставаться мужчиной, а не женщиной. И у меня вопрос, мне кажется, я даже... Ты могла бы классно сказать, просто, может, это вырежешь мои слова, и ты типа скажешь их. Что именно? Ну, я такой тебе, например, говорю, ты же одна только девушка в этом бизнесе, и ты говоришь, так себя мужчины ведут, что я не одна здесь. Мне кажется, это будет неестественно. Согласен.
Продолжай Вот. Плохой сценарий. Что продолжать? свою беседу. Ну, задайте какой-то вопрос. Ты просто рассказывала про то, что вот за спиной... Ну да, просто делаешь? делаю, да, вот Поздно. от женщин я пока ни разу такого не получала. Потому что вы одна. Так нет, я работала же в других бизнесах Ага. тоже, в других индустриях, и такого не было у меня. Просто я вот вижу, как мужчины работают именно в индустрии единоборств, и меня это поражает, ну, повергает вообще в шок на самом деле. Как можно себя так вести? А можно какой-то пример? Ну, без имен. Честно, не Конечно, хотела можно, бы именно. себя как-то ассоциировать с такими скандалами. Я просто сказала, ну, Прям это действительно... скандалы есть? Ну, Это самое интересное. ну, А, кстати- да, внутренние такие бывали. Дай сказать. Я Ну, просто частенько, спросить знаете, хотел. даже вот организаторы, окей, я приведу один пример, даже вот организаторы ивентов, которые вот промоутеры в Казахстане, они, зная меня, обращаются напрямую к моим боксерам. И после этого они мне отправляют аудио, переписки, говорят: Уля, пожалуйста, свяжись, типа. Мгм. Вот почему ко мне не обратиться, хотя я с этим человеком уже работаю. Это тоже как бы, ну, это просто неэтично и непрофессионально. Я бы так никогда не поступила. Ну, может. Зная менеджера, я всегда буду писать менеджеру, я никогда боксеру или бойцу напрямую не напишу, потому что у него есть лицо уполномоченное, правильно? Ну, типа, это такой самый-самый маленький пример, который был. Прикольно. Не прикольно это. Короче, когда насчет гонораров общаться будем, надо не с Даней разговаривать, а с вами. Да. Ну, по-любому. Если что, я сторона, Что это А значит? твой менеджер? кто? У Я сам него нет себе- менеджера. Я сам себе менеджер. Уже Подписывай. А как вообще на самом деле, типа, вот почему без менеджера? Вообще тяжело же вести на самом деле. Это вообще же... легко, честное слово. Поэтому дало всего 27 подписчиков. 27 тысяч 27 подписчиков. просто подписчиков. Да, 27 27. подписчиков. И гонорары 15 тысяч тенге. 27. Хорошо, не Ну, 10. Ну, на самом 400. деле-то менеджер действительно может вывести на определенный уровень, на Я не новый уровень преследую поднять. Я не преследую цели такой, чтобы монетизировать свой Инстаграм. Вот честное слово. А зачем? А зачем? Потому что я придерживаюсь такого принципа трушности. Мне хватает, с чего я сейчас зарабатываю на данный момент, мне хватает достаточно. Но вы же не Если- будете всегда если зарабатывать рекламно. только на боях, правильно? У А вас я- же когда-то, ну, как если ресурс бы вы ваш лучше закончится, типа... изучили- Вы, если бы лучше изучили мою страницу, как я вашу, вы бы узнали, что я уже снялся в кино. В каком? Вам сказать? Да? На взрослых. А я, кстати, В знаешь... каком именно? быстро. 18 плюс? Да. Да. Ну так я это не увижу тогда. Почему? Вам 15? Окей, А я думал, какой брекеты. Не, шутки Чё за шутками. брекеты в школе Шутки поставили? шутками. Я недавно Скоро снимаю. листал шорты вот в Инстаграм, Да. ну или как называется? Шорты это не в Ютубе, Инста- да? в Ютубе, да. шорты. Ну, я вот листал вот так вот. И нарвался. И да, и момент с фильма, где Фаниль снялся, и он там типа подставной боксер, там какой-то или боец. Боец, да. И там ему делают массаж. Щас- пацан. И сейчас. А как называется фильм? Не буду называть. Они мне... Нет, реально, окей. настоящий фильм. Не, окей, а вы... Фильм такой, да. Подождите, а вы бесплатно снялись там? Нет, не бесплатно. Ну, за сколько? Ну, максимум лям, да? Или Я ляма перевожу даже в нет? доллары. Нет, он такой, блин, она сказала так много. Как с собой справиться? Нужно было... Лям! Ай. Ну. Больше. Больше? И сейчас предлагают той же роли. Ну, по тому, что я буду готовиться на следующий Это год. в стиле моих переговоров каких-то с спонсорами. Я иногда такой думаю, я сейчас скажу такую большую сумму, И и говоришь, потом что- просто скину еще в 5 раз ее, Да. и говорю, они такие говорят, да, конечно. Конечно. У меня есть рекламное соглашение. С кем? С Олимпом. И сейчас еще готовится одно рекламное предложение. Короче, не от Инстаграма я зарабатываю, и мне это кайфово. Короче, как-то так. И Ну, ясно. менеджеру доверять свой Инстаграм, но я не собираюсь. Даже Я, типа, Балуси. Ой, прошу прощения, Ули даже. Нет. Зачем? Почему? Ну, потому что нет. Ну так мы с Балусой сделали крутой результат. Так я не Нет, пытаюсь вы вас молодцы. подписать. Нет, Я не вы пытаюсь вас молодцы. подписать. Мне не надо Просто подписывать. У вас есть Даня, вы его подпишите. И, по всей видимости, будете вести. Мне достаточно на данном этапе тех подписчиков, которые у меня есть. Вот и всё. Он каждого ну знает какие у по вас имени. тогда амбиции в целом планы, У типа? меня амбиции. Да, просто Выходить типа. и кайфовать от боев. Вот и все. Зарабатывать, конечно. Фаниль такой человек, вот он что скажет, то и будет. Он говорил, хочу девушку на подкаст. Да, девушку привели. Хочу в кино сняться, в кино снимусь. Ну, Хорошего. понятно. Я просто роль хорошую жду. Я не хочу играть такую эпизодическую. Я хотел... Но вы уже сыграть сняли в эпизодическом. Да, а я хочу такую хорошую роль антагониста желательно какого-нибудь. М. И будет тема. Окей, Чё? понятно. Я готовлюсь. Нет, окей.
Чё ты? Нет, я не буду Ты хотел говорить. пошутить? Я не буду шутить. Но Я он боюсь. хотел Я не пошутить, буду. да. Да, у него- А как? у него шутки. Ну Нет, ладно, скажи. Типа, может, какой-то фильм? Уже, Ладно, не буду говорить. уже типа будет не смешного момента пусть. Да, сори. Да. Уже Нет, типа, это я ну, потом блин, ладно, скажу. Я потом скажу, это очень... Подписывайтесь на телеграм-канал, там эксклюзивно будет этот момент. Это шутка. Все в шоке. Шутка, которую он хотел сказать здесь Будете в прям. шоке. Поэтому я думаю, и популярность, она же не определяется в подписчиках. На самом деле определяется. нет, не определяется, определяется. определяется. На самом деле не На самом деле это определяется. большой На ресурс. самом деле не определяется. Определяется. Не Определяется. У Миши... Сейчас подеремся. Определяется. Определяется. Определяется? Нет, ну Конечно, отчасти определяется. точно, отчасти Ну, точно. от какой части? От большой. От какой части? Социальные сети сейчас рулят. Ну, Да. если тебя упоминать... У меня нет в ТикТоке. Ну, типа, нет в Я ТикТоке. есть в ТикТоке. Ну, вы молодец, что вы есть в ТикТоке. Но, на самом деле, упоминаний и в ТикТоке, и переходов в ТикТоке, ну, моего профиля нет, приносит мне внимание вне Инстаграма. И многие люди, которые, ну, меня знают, в Алмате там показывают, Его, они говорят, мы тебя видели в ТикТоке. его на самом деле, вот, например, когда какой-то праздник, Да, зовут. просто праздник, и вот Это такие шутка есть щас, открытки. это шутка. А, да? Как ты Да. понял? Есть такие открытки в WhatsApp, знаешь, Да, присылают потому что бабушки. Да, И вот да. такие с фанилем есть открытки. Она потому что серьезно. Не ТикТок, а Нет, WhatsApp. почему? Я поняла, что это не шутка. Это правда. Да, когда, знаешь, Новый год, Пасха, вот отправляют с тобой. Вы такие кринжовые, да, еще максимально, да, типа, да. да-да-да. Это гифки светятся. Не в ТикТоке фаниль. Ой, Вот фаниль в Одноклассниках, в WhatsApp вот популярно. Ну ладно, мы с Ванилем поговорим тогда, когда у Балусы будет крупный контракт рекламный, мне типа кажется, с Nike а или чё с ты не хочешь, может быть, Адидасом. Вот условия? тогда мы поговорим. Зачем? Тогда мы обязательно, да, Адидас, Мерседесом. Адидас правильно. Это немецкий бренд. Ну, возможно, из BMW. Я только порадуюсь, вот искренне. Я вам Но мне потом больше напишу. нравится. Нет, этот а Вы человек. красавчики. А если тебе сейчас вот Ужан скажет, будешь со мной работать, Adidas с тобой работает тоже. Я так не могу И сказать. Nike, Я не могу. А Бибас точно с тобой будет работать. Зеленый базар, блядь. Будешь амбассадором зеленого базара. Вот это я могу, кстати, Кстати, устроить. прикольно, мне кажется. Да, амбассадор. Ты и Камиль Карате. Нет, спасибо, у меня есть свой путь. Поэтому большое спасибо вам за предложение. Он вернется. Но С я Адидасом. еще ничего не предлагала. Ужан, пока. он вернется. Ну, вы же говорите, с Адидасом будет. у меня. вернется. Ну, у Он Балусы вернется. будет, у Балусы А, будет, у Балусы будет контракт либо с Адидасом, либо с Адидасом, Nike. Да, да, будет. Он вернется к себе. Да, окей, обязательно. Через 2 года? Ваш подопечный смеется. Над чем? Он над вами смеется, но над Почему? Абибасом Над смеется. Адидасом он Абибас. смотрит. Не, Абибасом. Абибасом? Да. Адидас. Абибас зеленый базар. Первый раз слышу, что Адидас. А вот Адидас. смотри, Так это настолько- правильно, Адидас? Ужан, вот настолько сейчас сложно, да, с фанилем же, да, в студии? Ну, А у очень. тебя 4 бойца. Как справляешься? Да. Ну, Или только Как вот с Адидасом. на самом деле, вот я считаю, что ребята, которые Сложные же тренируются... они. Нет, ребята, которые тренируются в определенное время, они становятся похожим на него. А у меня отец очень такой, ну, твердый человек и держащий свое слово, и достаточно лояльный во многих планах, сильный, и поэтому у него ребята такие же. Вы заметили, что, кстати, действительно бойцы, боксеры, которые тренируются, это они похожи на своего тренера? Не замечали такого? я знаю, что... Миша, Ну, именно который долго я знаю, что тренируется. у Флойда Не так, типа, Мейвезера, вот- он У тебя похож, у тренер него такая же высокий? фамилия, как у тренера. Он типа отец. Ну, это И вот. Знаю, спасибо. А вы работаете исключительно с учениками своего отца? Пока да, мне Нет, так Хабиб же легче. не ученик твой. Ну да, ну он же ММА-боец, а папа же... не помню. Ученик. Что? Папа, Почему? ну, я Что ж сделал боксерами. Хабиб? Да, это... У тебя тренер лысый был, да? Да, Ты кстати. похож на него. Матвей Перешивайло. Как его зовут? Ну вот, Матвей Перешивайло. Матвей Перешивайло. Спасибо вам за такого красиво. киви. Да. За красивое киви. Говорящее. А у тебя тренер смотрел в разные стороны, типа? Да? Да. Ты нажил себе врагов, Миш. Извините. Кого? Кого? Точно. Нет, никого. Зачем? Вы уже Нет, любите? это я его теорию просто развалил. Да. Что похож ученик на тренера. Да. Ну так это моя теория. Ой, тогда всё- Ой, ой, Ой. ой. Ты нажил врагов себе, Миш. Держимся. И этот... Исключительно, да, с учениками вашего Ну отца? пока да, пока так. Мне так А легче на самом деле. примете есть крупные какие-то подписания? Вообще я хотела, ну, думала о Махмуде Сабрхане, но он, к сожалению, проиграл. А ты только берешь победителей.
Ну, а почему нет, А, естественно? я не знаю. Если бы он Может быть, стал он- олимпийским чемпионом или серебряным призером, быть, он я бы просто бы с тобой я бы бы- предложила ему сотрудничество. Но ему по-любому предложила сотрудничество какая-то крупная промоутерская компания, может быть, Анихиром бы предложил, скорее всего. Но я тоже думала о его подписании, но он проиграл. А почему, типа, не любите проигравших? Ну, на данном этапе мы с отцом разговаривали, пока нет. Просто- Но не то, что я не люблю проигравших, пока в планах нету подписывать. Просто, например, Фаниль, реально это хороший пример, потому что у него карьера, она вот так вот идет, и в него уже многие не верили, а на самом деле этот год для него прям стал очень хорошим. Высокосный. Да. Нет, если честно, многие менеджера берут большое количество боксеров, бойцов, и у них нету одной звезды. Ну, то есть у них кто-то выстреливает на каком-то уровне, им этого достаточно. А я выбрала себе другой путь. Я выбрала одного боксера, который я сейчас веду, и после я знаю, что этот боксер уже потянет других моих боксеров. Ну, то есть так намного легче. Если я Звезда у одну вас звезду Балауса. сделаю... Да, звезда у меня Балауса. То есть я подниму ее до уровня Канело в женском боксе, и потом спокойно могу поднимать других боксеров уже у меня будет больше ресурсов, больше денег, больше возможностей, больше связей. Но я выбрала такую стратегию. Хороший план. А вот ты рассказал, что Хабиб тебе сам написал в Инстаграме. А сколько сейчас, после того, как у тебя уже там появился Хабиб, есть еще 4 боксера, сколько у тебя в директе сообщений о том, что возьми меня на контракт? На самом деле очень много. Еще обычно бойцы очень нагло пишут, типа, подпиши меня. Почему не отвечаешь? Начинают звонить в WhatsApp. Пишут, напиши мне. А Такой- вы думаете, что подпиши? Нет, подпиши, пишут. Ну, короче, много кто пишет, но пока я не планирую брать никого. Не планируете брать, это связано с чем? С того, что времени очень мало? Или вы тоже так же... Ну, я же только что сейчас ответила на это. Конструкция в боксе вы также хотите перенести в ММА, да? Нет, это же совершенно в два ММА разных вы вида. хотите Хабиба сделать Хабибом в мире ММА? Хабибом Нурмагомедовым имеете в виду? Да, в Ну, мире почему? ММА. Да, да. Ну, и потом уже подтягивать тоже, да? Да, да, Ну, всё, да. понял. Я видел на турнире «Хардкор», есть просто один любимый промоутер фамилия Рафикова, это Анатолий Сульянов. И я видел, что у вас было общение. Да. О чем? Ну, мы поговорили о бое, возможном предстоящем. У меня есть боксер Нуржан. Я подумала, что я могу его поставить туда в карт. Именно на бокс. Да, именно на бокс, почему нет? Но мы сейчас ведем переговоры, пока еще ничего не известно, пока просто ведем переговоры. Напрямую Он с пошутил, ним. это не любимый. А, серьезно? Почему? Нет. А Ну, что, не потому нравится вам что хардкор? Мне не нравится хардкор. А чем не нравится? Ну, много чем. Ну, скажите. Ну, не люблю смутьянов. Сульянов. Сори. Лысых пряников не люблю. А я? Ну, ты любимый, ты-то не пряник, ты киви. Поэтому все четко. На самом деле, почему многие не любят хардкор? Это же со стороны, если с Нет, точки зрения бизнеса, если посмотреть, Сульянов действительно очень крутой бизнесмен, который монетизировал, и я бы сказала, сотворил какую-то историю в мире единоборств. Насчет монетизации. Ну, я Ну, вы его согласны? заслуги не отрицаю. Есть Да. просто много людей, которые, наоборот, ну, говорят, не очень хорошие, кто с ним, например, работал, сотрудничал, что действительно он себя хорошо продвигает и свой продукт, но партнеры Хорошо страдают немножко. Ну, А что именно пример, мой друг дрался там, гонорар очень выплачивали очень долго, и сумма была оговорена одна, а заплатили совсем по-другому. Там больше за медийкой туда приходить надо, не за деньгами, наверное. То есть это такой промоушен. Но если не тяжелый бой, тогда Ну, да. Не знаю, я не дрался там. Общаюсь, но с чемпионом. Есть такой Алан Саламов, может, знаете. Ну, мы сборы вместе проходили и спросил. Ну, и не такие большие гонорары у чемпионов на самом деле, как они говорят. Плюс-минус, ну, типа, как вы говорите, в Инстаграме у них побольше подписчиков, чем у многих звезд, но гонорары не такие большие. Поэтому я и говорю, Миш, типа, гонорар не всегда зависит от твоей популярности. Ну, они, может, и сопрягаются точно. вместе. но Не, он точно сопрягаются. зависит. Он Просто. зависит, он например, сильно только зависит. от неё. Ну, говорим же про подписчиков. В Инстаграме 150 тысяч подписчиков, но при этом гонорар твой 150 тысяч рублей. Ну, это что же? А Шляпа. будет, ну, получается, это подписчик рубль. Если ты сделаешь миллион, будет миллион. Ну так они же в хардкоре дерутся. После хардкора нужно выходить на другой уровень, а не там оставаться. В этом вся суть. Ну, Типа это сделать там себе дело какую-то каждого, медийку и дело потом уже каждого. выходить на другой уровень. В этом вся суть. А если там оставаться, то, конечно, гонорары не будут расти. Да вряд ли они будут расти. Давай поговорим немножко про мистику. Ты спросила, какой знак зодиака у Фанили? Да. Значит, ты
веришь Да. в гороскопы. Мгм. И про На дорогу самом что-то деле. говорили. Можно поговорить про миссию. Нет, дорога это просто дорожная карта, это типа план действий. Ну, может, звездную карту делать человек. Нет, Как-то натальная объяснять. карта есть. Натальная. Натальная О! карта. Шо, Мне, кстати, натальная открывали карта? натальную карту, прикольно. Как Там, раз похоже. вы знаете, что такое натальная Конечно. карта? Да. Ну, То, что Наталья делает? Ну, нет, знаем. У нас есть астролега. Да, Да, вот. Кто здесь это? Кто? находится. Гуру наших знаний. У нас есть, Вы да. почему думаете, я такой подкованный? И Она говорю, план да, вот. на жизнь фамилию разработала, Да. и у него Я ПП. поэтому Но вы верите успешно- вообще в это? На Я самом- нет. Я? Да. А вы? Нет. Нет. Ну, Я я тоже на говорю, самом деле успешный особо не успех. верю, но я просто понимаю, что, допустим, есть определенный знак, ну, я возьму свой лев, и он наделяет тебя определенными качествами. И в основном они типа базовые по Солнцу, если смотреть, то они все одни. А по Луне? По Луне не знаю, я не особо в смотрят этом по Луне? разбираюсь. По Луне тоже смотрят, кстати, на натальной карте. Там бывается дата рождения, время рождения, место рождения. По широте и долготе определяется твоя натальная карта. Да, одобряю. Да, я вообще хотел про другое сказать. Нет, классно, что они, мы начали это. Я просто хотел про другое поговорить. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Я хотел поговорить про предполагаемое будущее. Скорее всего, после того, как у нас выпуск выйдет, мы откроем комментарии, и они будут довольно, очевидные. Какие, допустим? Во-первых, типа, будут писать все, ей жених нужен. И кто-то будет писать, типа, за меня выходи. Ну, Нет. Давай просто типа- посмотрим будущее, и что ты будешь им отвечать. а зачем что-то отвечать? Ну, Это вот, же например, классно. вот, Мне написал. кажется, когда есть реакция, неважно, она негативная или позитивная, это уже хорошо. А вот когда есть равнодушие и вообще нет комментариев, вот это очень плохо. Нет, он спроектировал ситуацию, говорят, вот напишет вот лысый Стопудово. редиска сидит. Нет, я напишет, напишу, я женатый человек. Ну, вот. да, мы оба женаты, у нас у обоих дети. Я имею в виду, вот сидит какой-нибудь, такой, Даниил Донченко, и пишет вам. Да, нет, 100% таких Да, комментариев будут. мадемуазель, вы очень-очень... Да, зачем тебе какие зачем промоутеры? вам Всё. этот бокс? Не Беру в хотите ли жены, приехать да. к нам, сюда. В жены беру, зачем мне этот бокс? Что вы почему же? ответите, я имею в виду? Это он смоделировал такой. Ну, я не хочу отвечать на это. Зачем на это отвечать? Не, Кому-то что-то тебе же доказывать. по-другому это еще и часто пишут и в директ. Ну, на что-то. самом деле, да, часто пишу. Но я на это... Я вообще с самого начала... это Да. самое- Да. Да, он сразу на Я ты. на 20 лет старше Лужан. 15? Вов? Ладно, хорошо. Ну, я на самом деле не обращаю внимания на такие комментарии. А что? Их много. типа, Просто интересно. Да, их много. Ну, а как на них отвечать? Как на них реагировать? Я не знаю, Что мне говорить? такое не пишут. Сердце занято. Типа... Вы имеете... Да, вот. Ну, он я вообще он никогда... просто Я не... Издалека Я не заходил. издалека, я вижу Да, будущее. может, смоделировал. может, ты задашь тогда уже, типа, прямой вопрос, который ты хотел задать? Я не хотел какой вопрос задать, я задам. У меня нет проблем с задаванием вопросов. Просто Ты фоник смоделировал пытается... Да, ситуацию. да. Это все идет. Я хочу посмотреть будущее. Я, смотри, смоделирую ситуацию, что будут комментарии. Я уже знаю... что ли? Примерно. Натальная карта. Я примерно знаю, какие будут комментарии. Я хочу, типа, пройтись по этим комментариям, и что Улжан на них ответит. Ну, я не знаю, я об вот. этом не думала, что отвечать, типа, своим хейтерам. Ну, Так факт. это не хейтеры. А, это не хейтеры? лаверы. Хейтер, просто Просто, лаверы. типа... Ловеры, да. Но я, на самом деле, Лаверы. вообще не хочу распространяться о своей личной жизни. Ну, все. Мне так легче. Ну, прекрасно, прекрасно. Личная жизнь, Второй пожалуйста. комментарий какой? Не женское это дело. Очевидный Да, комментарий. Второй. А что, а почему не женская? Это не я спрашиваю, это в комментариях написано. Нет, ну вы тоже так считаете? Я? Вы Я тоже так считаете, считаю, что это не женское я дело? считаю, А почему, как можно я на могу гендер Это дело делить? каждого. Кто чем хочет заниматься, тот пусть и занимается. Всё, Главное, Да. это Теперь я делать скажу. на букву «З». Знаете? Что это? Задорно. Слово? Да. Замечательно. Я сейчас объясню. Тот факт, что ты первая вообще девушка-промоутер в боксе, говорит о том, что если ты первая, остальные все мужчины, то Вторые. очевидно, что это не женское дело, что есть... Что? 1% женщины, 99% мужчин. Я к этому. Не в смысле, что я отстаиваю эту точку зрения, мне тоже кажется, что каждому стоит заниматься тем, что у него получается. Я к тому, что будет написано в комментариях, а это будет написано в комментариях. Ну, если честно, мне кажется, если бы другая девушка, не имея бэкграунда и не имея такого отца, как у меня, ей было бы
сильно тяжело. Ну, скорее всего, возможно, она бы даже ушла. Просто у меня вот есть тыл, который рядом со мной. Ну, это хорошо. Да, и вот отец мне сильно помогает, на самом деле. Я не справилась бы без него точно. То есть это человек, который имеет большой опыт, он мне подсказывает, рекомендует, рассказывает, где-то корректирует мою работу, где-то критикует, где-то, наоборот, поощряет. И ну, вот благодаря ему я достигаю таких успехов, это точно. Ну, то есть будет тяжело действительно девушке, типа, если она зайдет без какого-то либо человека туда. Ну, если я какой-то результат сделала за год, то, скорее всего, другая девушка пройдет его за 2 года или за 3 года. Ну, будет может тяжело. и быстрее. Нет, ну... Смотри, каким образом. Когда путь уже протопчен, почему бы, да? Ну, быстрее если не сейчас, да, пойти? если вот сейчас... Есть вот дорожная карта. Когда, да. Если кто-то сейчас Налево. ко мне обратится, типа, Чувствует. кто-то захочет, то я, конечно, помогу, порекомендую где-то. Через 30 минут. Наоборот, это хорошо, что будет больше становиться менеджеров, Конечно, женщин, конечно. и И- вообще это будет популяризироваться на это направление. Наоборот, Вообще, по хорошо. идее, ну, красавчик человек. Красавица. Ну, Красавчик, давай, типа, возьмем. Красавчик, типа... молодец. брат. Да, молодец, короче. Потому что первым же тяжело быть все равно. Ну, особенно, когда нагнетают, бывают же вот... Но какие-то зато ловеры, либо еще комментарии вот эти читать тоже. первый раз, не кстати, показывают. слышу такое слово Типа ловер. хейт, Да, лав, да. хейтер, Хейт, ловер. лав. Ну, хейт — это ненависть, лав — любовь. М. Английский язык. Тут думать надо. Эх ты! Эх ты, Ладно, чугунная голова. хорошо, чугунный. Давайте проверим фамилию. Говорит, Да. готовился. Мгм. Вот сейчас Улжан рассказала, да, о том, что отец помогает. Во сколько лет она поехала как переводчик помогать отцу в Америку? Откуда ты знаешь про это? Офигеть, я в шоке. А он изучал. Серьезно? Типа, откуда ты? 16. Да, я в 16 лет поехала первый раз. Ты мне не дал ответ. Типа, когда сказал шутку и сам Во посмеялся. сколько? Он готовился. Офигеть. Миша, реально, откуда ты это Даже знаешь? паузу Готовлюсь. мне, говорит, Нет, ну, типа, этой информации нигде не Я было. готовлюсь. Офигеть, я Он просто в с видом на шоке. дурачка похож, он умный. А он наоборот. Ну, это, типа, сейчас реально прям мое лицо Да. надо увеличить обязательно на этом моменте, что у меня, типа, шок. Лысину его увеличить. Там процессы жестко происходят. Ну, реально, Говорит, типа, сейчас... заглядывает в будущее. Фаниль сейчас попросит, а можете как-то вот мозг мой увеличить вот, как в камеру? Нет, так нельзя делать. Эх ты, Киби, блин. Ай, блин, веселый такой ты друг у меня. Ай, я так рад тебя видеть. Не, ну Просто прикольно, давно реально. не Ты видел. можешь сказать, откуда ты это узнал? Да, ну, готовился я. Не, ну а как, типа, нигде не было этой информации? Может, я сказала где-то это в Натальная интервью? карта. Дорожная карта, по дорожной карте вышел на вашу информацию. М, Поверните налево, потом направо, потом налево. Да. Хорошо, Какие, окей. давай мы поговорим про Балусу. Мгм. Планы на Хабиба в этом году. План на Хабиба в этом году, но у нас по плану 2 боя. Пока не буду говорить, в каких организациях, пока ведем переговоры. Не в Найзе, уже точно. Ну да, скорее всего, не в Найзе. Ну, потому что не ответили, кстати, на наш вызов. Ну, потому что вызов такой был, что не ответили. А какой? Неуважительно. Ну, что с ним было не так? Ты тоже так считаешь, что вызов был? Нет, если честно, Ну, я честно не знаю. Да, Он не то есть, видел, если хотя у меня честно. закрепленных Посмотри это. потом. Закреплен. я посмотрю. Пока не было Ну, никакого ввиду ответа. молодости, наверное, чуть-чуть. Чувство Возможно. такта у человека нет. Нет, я, наверное, видел, но забыл. Появится потом со временем, с опытом. Ну, Он хотел же чемпионский бой, очевидно. в 66, да? Не, он не хотел чемпионский бой. А кого-то конкретно он хотел? Да, Элвиса Это же Мартинса. менеджер. Человеку лучше видно. Просто мы хотели бой попробовать с ним, с бразильцем, типа, ну, как-то пока все молчат. Мне кажется, просто бразильцы – это не супер какая-то интересная история. Ну, почему? Ну, надо делать, не знаю, либо... Почему? Казахов? Он любит Я не люблю такое, ноунейм Бразилов, Он- да, я он люблю. любит такое. Я люблю СНГ, когда дерутся между собой. Есть Понятный, вот такой. Фаниль понятный, да, парень? Есть. Даниил Просто- Донченко понятный парень. Ну, я знаю его историю, знаю, как он там шел к своим победам, знаю, как Даниил шел к своим победам, видел его бои. Вот Фаниль против... А против Хайбати посмотрел? Не, Хайбати это кто? вот честно, Если смотри, это не- Даниил А, Донченко все, да. намного выше по уровню, чем Хайбати. Ну, вот. 100%. Это Интересный 100%. Я всегда 100%. говорю, что уровень Ты, вот, нет, бойца знаешь, у него вот многие люди даже знают, выше какой у намного. Хайбати рекорд. У него рекорд 4-5, по-моему. 5-4. Или 5-4, это ужас. Офигеть. И при этом он такой медийный. Вот. Даниил Его все, Донченко, одно поражение. 2. 2 в него? 2. Канебеку. 10, и в 10. да. Китае. Кому Дань 10 ли? проиграл? Вино, который One Championship запомнил. Ван, да. Нормально. Вот, прикольный бой.
Хейбати. А не по знаю. боксу сейчас зарубимся, дальше посмотрим. Сейчас тоже Хейбати там, до боя с тобой 3 раза сломаю челюсть в этом Надо шоу, 5 раз в том шоу сломаю челюсть, он приедет уже весь в гипсе. А я что виноват? Не, ну, Я что виноват? Кто будет в Я чё гипсе? виноват? да Хейбати, он постоянно ломают челюсть. Там. Да, я, честно, вообще не слежу за ним. Постоянно ломаю, чё. Да, не дерись, у него уже забинтованы руки. Или Уже. переломаны. Мы это не узнаем. Здоровья, Дань. Чё? О чем еще поговорим? А вот у меня вопрос. Какой? Внезапный. До вот менеджерской деятельности чем занимались вообще? Ну, прикольный Я вопрос. знаю. Ну и ты отвечай. Миша меня Давай, пугает давай, реально, типа, он отвечай. все обо мне знает. Маркетолог. Да, И перевод. отлично. А, И знал переводчик. английский, да? Да. Ну, человек лучше расскажет. Говорил, что меня перебивают. Тебя перебиваю. Я могу вкратце рассказать. Я год училась в Нью-Йорке, жила тоже в 17 лет, улетела, отец меня отправил, мне не понравилось, я поступила здесь, вернулась сюда, поступила здесь в КИМЭП, отучилась и начала работу маркетологом по своей профессии. У меня менеджмент и маркетинг. Работала директором по маркетингу в крупных компаниях, вела тоже крупные проекты, прям с нуля возводила, в стартапах тоже работала. И после этого, вот до того, как я пришла в бокс, я работала в инфобизнесе около полугода. То есть я вела свой Инстаграм, как продвигаться через Reels. Тоже была одной из первых, кто про это рассказывал. У меня был такой экспертный контент. Хорошо зарабатывала тогда. Но тогда я поняла, что, весь инфобиз построен на чем? Типа на... Лжи. Мне кажется, Нет, у тебя нет, было нет, нет. ещё в Инстаграме написано «Первая девушка инфобизнесмен». Не, такого точно не было. На чем он построен? На привлечении, на прогреве и на продаже. И так постоянно. И там нужно постоянно на показывать лжи. свою точку А. Нет, не на лжи. Может просто чуть-чуть приукрасить что-то. Точка А, чуть-чуть точка это Б. как? Где-то что-то Это прибрать. было Lamborghini? Ну, езжу я На вообще самом деле мне не... автобусе. Нет, на самом деле мне не нравится инфобиз тем, что допустим, возьмем какого-то инфобизнесмена, и он вот так вот рассказывает: блин, у меня был только один сникерс, не было денег, вообще такого- чересчур. это ужас. Чересчур показывает то, что у него все так плохо было, и вот сейчас у меня ламбо, я езжу в Дубай, путешествую 3 раза в год и так далее. Вот эта история мне не совсем нравится, она не совсем Да? органична для меня. У тебя был У меня было сникерс, 4 вот. сникерса. Ну, вот человек выглядит, у которого даже 4? 4 сникерса, да. Я просто ужасно, слышала конечно. историю Насти Ивлеевой, она об этом рассказывала, про сникерс. В целом, много людей, кто про это Ну, это рассказывает. придумано. Как будто придуманные Это легенды, и да. должно Но быть где-то ты приукрашиваешь что-то. Я не Вы же проверял. спрашиваете? Да, может быть. Ну, а вообще? Я не знаю. У всех Ты по-разному. эксперт во всех. У тебя же... Хорошо, по-разному у всех. Это неплохо приукрашивать, но это не прикольно, когда ты постоянно об этом говоришь. Я путешествую 3 раза в год, у меня вот это то, и 12, Я продал бронежилеты. Да, у меня сейчас такие продажи, если хотите, также залетайте на курс и так далее. Но у меня реально был крутой продукт, у меня реально был классный продукт. Я рассказывала, как продвигаться через Reels и при этом монетизировать свой Инстаграм. Конечно, разное отличается от того, чем я сейчас занимаюсь, но тоже вокруг маркетинга все крутилось. Сейчас у меня все вокруг маркетинга крутится. Такая история. А заработок какой? Большой? Нормальный, хватает. На Больше Карл Лагерфельд. Да. Не спросил, чего. Чего? Все, Фаниль сейчас подписывает документы. А отец... А ты же не знаешь мой заработок. Нормально? А отец, он заслуженный же тренер, да, по боксу Республики Казахстан. И при этом удивительно, что он тебя во всем этом поддерживал. Ты девушка, и он тебе не говорит, там, заведи детей, не знаю, будь хорошей женой, а говорит, едь в Америку, учи язык и помогай мне в боксерском В промоушене. 16 лет он мне сказал, ты выйдешь замуж в 30. 16 лет, он мне 14 лет это говорит, чтобы я наоборот... То есть он наоборот не хотел, чтобы я выходила замуж рано. Вообще не хотела. Я рада ему. Я рада и благодарна ему, что он не отдал меня рано замуж. Потому что на самом деле я себя не вижу сейчас замужем и не видела тогда. И мне кажется, я бы тогда совершила ошибку, если бы вышла замуж. Наоборот, это хорошо, что я сейчас строю свою карьеру, развиваюсь и отцу помогаю. И он всегда поддерживал, да? То есть... Всегда, наоборот, он меня привел же. А не боитесь потом впоследствии, когда уже станете сильной, независимой, богатой и... А вокруг бедные, слабые. А вокруг одни слабаки. И выбирать-то не с кого. Как не с кого? Блин. Если расти, то вместе становиться сильными. Да, я согласна с Впоследствии этим. уже будет намного легче. Но есть, Да, Миш? я не знаю. промолчу тогда. Ты как не Я знаешь? еще поздно женился достаточно. Да? Сколько там, лет в Да, 30 ты был женился. уже сильный, независимый. И Мне кажется, это неизбежно, если, когда оно приходит, оно приходит. Может, у меня сейчас оно есть.
Ну, Уже. хорошо. Хорошо. Хорошо беседуем, да? Очень. Да, мило. Мило? Ты мечтал об этом Да сегодня. вообще. По сути, в твой второй день рождения. Почему, кстати, так получалось, что типа я с февраля не могла прийти, реально? Вот Не постоянно. знаю, это у кого надо спросить в первую очередь? Мне кажется, знаешь... У вас? Нет, я знаю, в чем Нет, дело. Я думал, в чём, наверное, в чём? столько много событий в вашей Нет, жизни. нет. там. Ну реально, типа Нет, тогда на я самом деле, улетела в смотри, Турцию, у нас- потом А потом? в марте я улетела в Лас-Вегас. А потом в Лапландию. Нет, Не, в давайте Лапландию я правду. хочу полететь Да, на У Новый меня есть год. ответ. Ты... Шутка это будет. Это не шутка, это серьезно. Это точно серьезно. Опять шутка? Да. Смотри, ты же девушка, и ты говорила о том, что Очевидно. Да. И ты говорила о том, что если будет больше женщин, то у них нет такого, вот, как у мужчин, да, что типа женщины более, как называется, женская солидарность. Да, у них есть какая-то У нас женская солидарность. редактор и режиссер женщины. Они видят конкуренцию, не приглашают. Серьезно? Ну, слышишь смех. Тебя слышат. Тебя Так, слышат. Виктория, Виктория мне постоянно писала сама. А Айгерим меняла даты съемок. Чик-чик-чик-чик, все. Серьезно? Конкуренция, женская конкуренция. Так мне кажется, это больше не Нет, важно. я Не их вина думаю, вот была. от человека Да, зависит. это типа Ну, моя... да. Меня Путешествия зовут, постоянные вот приходите типа на такую дату. Я говорю, блин, я не могу. С Я говорю, Дедом давайте... вот- Морозом увидите. А потом я всегда пишу Виктории именно в тот момент, когда ивент. Не в тему, короче. И говорит, Улжан, у нас Сейчас вы ивент, типа... максимально актуальны. В каком Поэтому- плане? Ну, Мы сейчас в и бой, инфоповоде вы максимально... и бой Ну да, продали. факт, И типа бой да. продали, Продали, Да, Амстердам сделали. Сейчас у вас там 500 тысяч подписчиков будет. Ну, надо до 20 уже дожать за этой дорожная идеей. дорога нормально будет. Да, по дорожной карте идем. Да. Давайте про ММА еще чуть поговорим. Есть какие-то девушки-бойцы, которых ты бы хотела бы себе захантить? Нет. Захантить. Сегодня мучим Какое английский. модное слово, да, захантить, такое. захантить. Hate, love, захантить. Лысый с виду такой древний, а капец слова знает. Ну, да, Ты да, кринж. шарит. Ты кринж. Ты кринж. Вы знаете, оказывается, мне племянницы говорят, что уже, Кринж. уже кринж говорит слово кринж. Согласен. Просто я анг. Что это анг? Ну, узнаете потом. Прочитайте в комментариях. Больной человек. Окей, ладно. Какими-то фразами разговаривает. У Фанили там слово говорят, лох. Это типа эти какие-то, да, не сокращенные? знаю. Это крутые честно, скуфы. я вот- Это крутые скуфы. А, скуф, что-то это тоже слышала. Типа, как минус вайп, я еще такое что-то слышала. Пойду я. Фаниль не в теме, короче. Фаниль не с нами. Тиктока у него нет, Ты уже поэтому... не он- понимаешь дочь. Вы на разных языках говорите. Да, Я да. своего Ой, сына ей понимаю. 8 месяцев, Я наверное. своего Дочь. я своего сына понимаю. 8 месяцев. На разных Если ты, языках. Марка, как-то На разных понимаешь, языках и он говорит. разговаривает с тобой, Мы с ним вообще скорее всего, у тебя шизофрения. Карифаны. Карифаны, да. Учись молодежному языку. Да, у тебя научишься. Ну, я в потом шоке, дурку кстати, это попадёшь. скуф, типа, я тоже слышала, кстати, но не знаю, что это Не, значит. я далекий, поэтому... В ТикТоке просто надо побольше сидеть. Кому перейдем? Вы говорите, что вы нокаутируете Ангелину Лукас. Я сама нет. Я навряд Ваша ли. подопечная нокаутирует Да. Ангелину Лукас. В каком раунде? В первом. В первом, да? В первом. Ну, по-любому так и будет. Вы Я сомневаетесь? думаю, она посмотрит, может... Ну, на самом деле, даже если в Зовем любителях... Ангелину. типа, даже... Да, стартап. Нет, даже если в любителях Балауса 3 раунда в сухую выиграла, типа, тут в перчатках других на профи-ринге, ну, конечно, в первом раунде. Но мне вот интересно было бы. Просто, Это может, большой- она, Я тоже- если она захочет поиграться, типа, захочет показать шоу, возможно, типа, но это уже ее дело. Я просто хотел как раз вот эту идею. Я хотел эту идею продать, что есть же действительно громкие какие-то бои, громкие трилогии, даже если мы говорим там про СНГ, есть какие-то бои, которые всегда актуальны, например, там Магомед Смаилов против Владимира Минеева, то, что всегда ждут. Да, Или там, да. например, Столько кто. не, все равно. Было Он же, собрал да, сейчас- уже? Да, уже прошел, и он собрал на Полное Ютубе там 6 миллионов просмотров, по-моему. Есть там Нормально. какой-нибудь Перс Касымбай, который тоже всегда актуален. Мгм. Вот сейчас, может быть, будет Фаниль Перс. Нет. Фаниль Данил Дончин. А почему не берете уровень чуть повыше, берете вот уровень Я типа просто вот- СНГ? Нет, Не, да. почему не берете типа Усик, говорю про то, что- Джошуа, не, вот я про такие то, вот? что- но они Ка- уже Давайте Канело- будем реалистами. Канело давайте будем Чарла, реалистами. ну да. Гонорары Маги Исмы и Минеева превышают гонорары многих звезд бокса. Если Серьезно? взять так. Конечно. Да. А сколько Конечно. получил Энтони Джошуа за свой последний бой? Ну, при чем тут с- Энтони Джошуа? Ну, Энтони Джошуа это один звезда. такой. А давайте Почему возьмем он- Энди Руиза. Энди Руис сколько получил? 200 тысяч или 500 тысяч он долларов получает. Это вы так думаете? Это вы так думаете, что он столько официальный гонорар Сколько? такой? Я не Плюс знаю. pay-per-view, Сколько заработал? плюс Я знаю, pay-per... что Мага, говорят, 30 Да вы лямов сравниваете реально Энди Руиса с Минеевым? Ну, Я типа, нет. Мы не сравниваем, мы говорим, что гонорары их ни в чем не Да нет, уступают. я просто говорю... уступают.
уступают, сильно уступают. Ладно. В Америке давайте намного перейдем. больше платят. Сейчас, дай добью. Это У меня суперзвезды. Один бой по боксу. Один бой по боксу. Энди Руиза возьмем там 30 боев, да, и он Ну, вышел честно, не на знаю, этот. какой рекорд. Нет, ну в если Америке, взять- не, Фаниль, в Америке там сейчас просто... Конечно, там совершенно Ужас скажет, что другие. есть там Фрэнсис Нгану с одним боем, который тоже там по боксу заработал больше, 40 чем- миллионов долларов он заработал. Я больше к другому, что сейчас же есть Балусада, который у тебя в прямом доступе, и ей нужно делать какие-то, крутые бои. И в СНГ Разогревы. сейчас любят вот такое. Не, но в любом случае надо же дойти сначала до определенного уровня, чтобы сделать эти бои. Зачем делать? То есть мы не хотим сейчас рисковать, мы хотим дойти до определенного уровня и после уже делать такие бои. Ну вот, с точки зрения бизнеса. Вот мы взяли сейчас с точки зрения С точки зрения бизнеса посмотреть, этот бой принесет вам больше денег, нежели Балауса будет биться в Америке. На данном этапе она не столько актуальна, как здесь сейчас в СНГ. И Миша, может, об этом хотел, и так же, как и я, сказать, что да, Это продаст- смотреть на будущее, возможно, да, Балауса будет продавать такие продажи делать, но на данном этапе с точки зрения бизнеса, мы смотрим с точки зрения бизнеса, так как вы, получаете дивиденды с этого, вы больше заработаете именно здесь, чем нежели там. Ну, возможно, да, возможно, но многое корректирует отец, и многое дает он. Если он скажет, что сделаем бой, я сделаю бой. А Миша. если не скажет, то я не буду делать этот бой. Я его слушаю. Он посмотрит этот подкаст, мне кажется. Да, он посмотрит И это обязательно. было бы актуально. Я думаю, даже... Лучше бы надо было его пригласить сюда вместе со мной, Нет, он бы ответил бы на вот. этот вопрос. Нет, классно. Вы даже спонсоров вам даже искать не надо будет. Фаниль Сами платит. придут. Сами придут. Так нам и люди. так, по-любому к нам придут. Типа мы и так заработаем эти... вы Мы будете заработаем страна намного А. больше. Мы всегда страна. Мы заработаем намного больше денег, типа... на то, что это правда, Сторона. как есть, говорю. Мы всегда сторона. Мы заработаем намного больше денег в Америке, чем в бою с Лукас. Ну, даже на том же рекламном контракте, который нам сейчас предложили. С Адидасом? Адидас пока не предлагали. Но когда предложат, я обязательно об этом Хорошо. расскажу. Я так понимаю, ты же тоже сама в порядке в боксе, да? Да, уже, кстати, с мая прошлого года я тренируюсь. И как? Ну, Двоечку классно. умеете бить? Ну, да. Нормально. Покажешь? Да Я я не хочу здесь показывать, ребят, это вообще Ладно, кринж, мне ладно, кажется, в этой ладно, одежде ладно, показывать. ладно. Давай что там про с ними еще тема тупых комментариев и бокса. Мгм. Кто-то же, когда ты там в зале находишься, по-любому к тебе подходит и говорит, показать там, как бить двоечку. Никто не подходит. Чуть-чуть. Потому что, конечно, никто все не знают, что подходит. ты- Тебе подходит. все знают, Потому что, Они если, видят, потому что насколько отец меня ты тренирует. ужасный, да. Вы думаете, кто-то, осмелится подойти перед моим отцом и сказать мне это? Или перед, ты моей, только перед моей с ним, командой? сама там не заходишь в зал? Нет, только отец меня тренирует. И вся моя команда. Я с командой тренируюсь. Мгм. А вот в Америке вы бываете. У кого тренируетесь, в каком зале проходите тренировки? О, кстати, прикольный типа вопрос. Мы в разных залах... Спасибо! Ему в наушниках. Правда? Ему сейчас в Правда? наушниках сказали. Прикольно. Виктория сказала ему. А, серьезно? Спасибо. Виктория, Да, конечно, спасибо от души. Мы тренировались в зале Мэйвезера, тренировались в зале Топ Рэнка, тренировались в зале Бонаса Адамса, тоже двукратный чемпион по двум версиям. И все, вот в этих 3 залах основных тренировались. Платили? Нет. Нет? М-м. Бартер? Нет. А ты договаривалась? Да, я договаривалась. Мы приехали. Ну, на самом деле, я приехала туда первый раз в Лас-Вегас. Это был июль прошлого года. И мы просто... Папа не был там 5 лет или 4 года, и все его узнают. О, здравствуйте, как вы там, все дела? То есть, папа приезжал туда с 2009 года, и он уже наработал там все связи, весь нетворкинг, и он просто меня знакомил с людьми, а я уже подключала свой английский, вот и все. Видите, какой у нас прикольный Да, прикольно. симбиоз? Синергия. Да, Да. синергия. И вы много говорите о своем отце. Мгм. Просто, может, зрители не знают. Вы скажите, кто ваш отец. И сам, я просто тоже не знаю. А, серьезно? Заслуженный тренер, да. Да. А ученик? Какой самый звездный ученик у вас? Али Ахмедов, Жанхош Тураров, Ардах Назаров. О, И, это самые такие звездные, Балауса. Ну да, просто заслуженного тренера же не просто так дают. Но он воспитал Да. более 15 чемпионов мира по разным видам единоборств. Он, кстати, и по ММА тоже раньше Жуман же у него тренировал. тренировался. Жуман Да, тренировался у Жуман. него, Игорь Сверид тоже был, Ольга Александровна, может, знаете, по ММА. Скорее всего, нет. Надежда Павловна. Просто именно. Ольга Александровна топовая, кстати, была на самом деле. По ММА? Да, Я не реально. слышал ни Мы разу. с ней, кстати, ездили, вот в 16 лет мы с ней ездили в Америку. Там она выступала. Просто у нее потом Ольга травма была. Очень Александровна, смешно. известная. Да, что ты смеешься? Это известно. Ольга Александровна, да. Ольга, приветствую. Просто я так ее назвала, Ты с что ней маленькая раунда там не была. выдержишь. Понял?
Я сделал Так, у еще фамилии один такой бой. заразительный. Еще один бой мощный сделал. Ольга Александровна против Фаниль Фархатыча. Да, давайте сделаем стердаун. Посмотри, кто смеяться будет. Мой завуч со школы и я. Он сломается психологически. 100%, когда Ой, увидит. Ни в коем случае не хотел обидеть Ольгу Александровну. Ну, я ее так называю, просто уже А привыкла. фамилия какая у нее? Блин, не помню. честно. Емельяненко. Ну, мне 16 лет тогда было. Я с ней как-то на выпуске. Как Она, Ольга фамилия? Александровна, здравствуйте. Александровна. Это как этот же Александр. А на натуре тебя вырубила. Это как Сергей Павлович и типа Александр Евгеньевич. Да, Александр. Не, я не в теме. Ну, Сергей Павлович, боец Сергей такой. Павлович, Не знаю. думали, что это его фамилия, но думали, Как что отчество звучит. И когда с ним реально? дрался Александр Волков, он типа Да. он сделал постер такой, там написано Александр Евгеньевич против Сергея Павловича. Прикольно, я не знаю. Прикольно. Так что вот у нас есть Видите, я Ольга тоже не Александровна знаю. против Фаниля Фархатовича. Теперь мой вопрос. Опять. Вы, Вика что-то ему надиктовала. Виктория, телепатия, спасибо вам, реально. телепатия. Я еще шапку сейчас сниму, чтобы мысли умные пришли. Вы шарите в боксе? Ну, очень хорошо. Назовите вот топ-5 на данный момент лучших боксеров. Лучших? Лучших. Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис, Иноа. Согласен. Еще два. Канело Согласен. и... Блин, не знаю. Данил Донченко подскажет Тусик вроде. Ну, Да, Ну, почему? ну, Давай. в принципе... Ну, блин, мне Фьюри больше нравится просто. Вот оно. Пятерочка. Да, вот на Миша, пятерочку. ты назови топ-5 боксеров своих. Сейчас опять. Майк Я- Тайсон. Да. Я не знаю, Давай. Джек Пол, Майк Тайсон. Серьезно, Владимир Джейк Минеев. Пол? Да нет, конечно. Три. Я не знаю, я за боксом честно говорю. Давай. Я знаю, я лично просто знаю Дмитрия Бивола, я вот за него топлю, потому что мы в одном зале тренировались. Разве не Бивол? Почему? Я не знаю, все по-разному, кстати, говорят. Бивол, вообще, Один. кажется, Окей. правильно. Типа, да, как-то Бивол, ну, прям... Ну, я так всегда говорил, он никогда мне не говорил ничего плохого. Дмитрий Ну, типа, Агидов. что... Ну, мне, кстати, не нравится он как боксер. Вот, не знаю, Нравится? я честно говорю. Но он крутой, но мне не особо нравится. Тайсон Фьюри. Не знаю, кого я... Вот, 5. Фрэнсис Ган. Да нет, я не знаю боксеров, я вот знаю Дмитрия, потому что я с ним в одном зале тренировался, даже не буду сейчас говорить фамилию, чтобы опять не опростолоситься. А почему не нравится? Прикольно. Не знаю, просто как-то стиль его не нравится. А. Ну, чисто советская А школа. кто тогда Одно и победит? то же делает. Ну, Дмитрий? Канело выиграл. Дмитрий или Битерби? Ну, как? Ну, Битерби. Битерби 100%. Выиграет? Да, конечно, Битерби. Один из самых дисциплинированных Спорт. боксеров. Спорить? Ну, Ну, я, если честно, Ну, можем поспорить, кстати. у меня была Битерби. история, есть один журналист, я не буду говорить, как его зовут, чтобы его не позорить до конца. Привет тебе. Он боксер, опозорил. он чисто боксерский журналист из России, и он шарит. Типа, я так думал. Потому что у нас же есть какой-то комьюнити, там, условно, блогеров, журналистов, которые знакомы с друг другом. И мы с ним встретились на одном турнире, и я такой говорю, а я же, Дмитрия знаю, Я и говорю. нет-нет, на него закидываю какие-то денежки, ставки. И был бой с Канело. И я такой думаю, поставят на него, а он был тогда андердогом. Я такой думаю, блин, странно. Я просто думал, что Дмитрий реально очень крутой. И он и так очень крутой боец, боксер. И я такой этого спрашиваю журналиста, говорю, слушай, вот будет бой? Он говорит, да вообще шансов нету. И я тогда не поставил, послушал этого человека, хотя я был уверен, что Дмитрий победит. Выиграет. И он выиграл. Канело? Да-да-да. с Ну, Канело если честно, тогда. 55 там было на 45, на самом деле. Я думаю, честно. Вот. Спорить будете? Ну, типа, почти равный бой был для меня. Кто спорит, тот спорить. трусы проспорит. А? Кто спорит, тот трусы проспорит. Да нет, Как зачем ты сами спорить? без трусов? Я не шарю в боксе. Я думаю, что... Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь. Я, короче, понятно. Я думаю, что Дмитрий победит, но спорить не буду. Ну, а почему? Потому что я с ним в одном зале тренировался, если он со мной... А, типа, Понял, из-за логика этого только такая, зачуть? солидарность. Мне кажется, это чуть не объективно тогда. Вообще. Ладно, шучу. Вообще, Просто, ну, на вообще самом не деле, объективно, я не шарю. Просто у него действительно очень... Если он поймает, Артур Битерби его поймает в каком-то раунде, типа, ну, это уже без шансов. У него невероятной силы удар. Просто я нереальный. еще знаю, что Битербиев, он старше года на 3, да, на 4. Ну, это 39, ему 40 40 будет в этом году, Вот, но это же он, возраст влияет. ну, он один из самых, он не пьет, не курит, постоянно тренируется. Я смотрела его интервью, он делает больше, чем он может. Он сам это Ты что рассказывает. скажешь, да за Диму? Пьет, курит? Нет, тоже. Да, 100%. Серьезно? Я Мне кажется, у тебя, уверена. знаешь, женская солидарность кого же нет. Да? Опа! Ну, кстати, да. Я как бы считаю, что нельзя Шоу использовать свою силу против женщин. Он не бил же. Ну, говорила, что бил. Но я Она говорила. Ну, она говорила. Но зачем ей врать?
И тут пусть говорят... не Это знаю, как Уайлдер. После того, Приглашаем как жену проиграл Билла. первый бой с Фьюри, он начал избивать свою жену. Ну, представляете, сила боксера против женщины. Не знаю. Ну, Я- это, да, это, осуждаю. это- Да, это кстати, я просто, тоже это просто максимально. странно. Вот, согласен с Фанилем здесь. Осуждаем. Осуждаем очень жестко. Если бить жену нельзя, и вообще любых женщин нельзя бить. И Бить жену нельзя. Бить, да, вообще любых женщин. Ну, вообще, любых женщин тоже, да. Просто вот хочу сказать. И, ну, я просто думаю, что это неправда. Не знаю, то есть, опять же, откуда у меня... Не, тоже, возможно, может, это сколько неправда, людей, просто столько зачем... мнений, Ну, просто зачем ей брать? Просто Не если знаю. если брать массив каких-то ее там сторис и данных, которые она выдает постоянно в паблик, они немножко все странно А, выглядят. до сих пор это? До сих Она пор. до сих пор Вчера это она делает? сейчас сказала, да. Вчера... Я просто один раз прочитала про это, и все, и больше я не Ну, смотрела. мой друг просто очень любит бокс, кстати, Паша. Ну, кстати, это салам уже алейкум. странно, если она это И постоянно Паша делает. вот, ну, любит бокс, и он очень следит за этой ситуацией, он постоянно скидывает, и вот вчера новое видео вышло. От жены? Да. Да. И там, ну, и ни в коем случае никого не осуждаю, но там как будто набор непонятных мыслей. Если это так было, то это точно плохо. Ну, нельзя бить женщин, но, возможно, этого не было. То есть- никто возможно, этого и знает. не было, Давайте да, никто- опустим эту тему, Да, да, это нам что- их судить, поэтому перейдем обратно к боксу. Топ-5 назвали? Да. Теперь топ-10. Хорош. Топ-10, да. Дальше А потом топ-15. топ-50 и топ-100 мы И закончим. вот как раз закончим наш выпуск, да, этим? Да. Я просто списком. раньше, правда, за боксом сильно следил, потом чуть подостыл. Почему? Не знаю, мне непонятное оценивание сейчас нынешнего бокса. Я вот смотришь картинку, Мгм. и тебе визуально кажется, что победил один боксер, а потом смотришь записки и удивляешься. Ну как? Вот в ММА чуть полегче оценивать. Если человека забороли и не просто лежат на нем, а бьют, ну и ты смотришь, и оценка для тебя более объективно, наверное, открыта. Ну, там факты. Ну, что тяжело вы занимаетесь исключить. этим. Вот Нет, это- а бокс очень сложно оценивать. Я еще раз говорю, вот ту же Олимпиаду взять, смотришь, ну, блин, выигрывает, заходит в угол, там же еще открытый Ну, счет. это любительский бокс. Да, и любительский. профессиональный, и Ну, в профессиональный профессиональном... бокс. Вот взять Кроуфорда и Мадримова, отдали 7-5 по раундам. Но многие там специалисты говорят, что была и ничья. И вот в этом плане для меня как-то непонятно. И плюс еще мы с Мишей очень любим единоборства за то, что они очень зрелищные. Но не все боксерские поединки возможно смотреть 12 раундов. Ну, Ну, это- честно признаюсь, 12 раундов сидеть смотреть, когда ну, кто-то там в игровом стиле работает, а кто-то, ну, не в таком зрелищном. Да, да. Это очень тяжело смотреть. Ну, я тоже, кстати, согласна с этим где-то. Да, частично согласна. Но это же зависит от весов, ну, от весовой категории. Да? Допустим, если возьмем тяжей, ну, типа, вот Ну, мне последний скучновато смотреть. Реально, Усика, Джошуа, ну, чуть скучно. А если возьмем, типа, Мухачей, 63,5, 65, ну, 66, нормально. Прикольно, Ну, достаточно тоже. динамично. Я Джервонта не Дэвиса бои, допустим, они все в основном заканчиваются досрочно нокаутом. У него такой прикольный стиль. Мэйвезера тоже раньше было классно смотреть. Почему нет? А мы вот все о вашей звездной подопечной разговариваем. Да. А вот еще вот два боксера, кто это такие, расскажите нам, потому что ну, наши зрители, наверное, хотят узнать, что за боксеры это и ну, на них какие планы, дорожная карта на них. Ну, какая? сейчас я же веду как промоутер Жахоша Турарова, вы все Мгм. его знаете 100%. Сейчас вот у нас будет бой, уже мы будем делать защиту за IBO WBA, и, возможно, еще возьмем один пояс, либо сделаем защиту этих поясов, и после уже к концу года будем делать бой с Саудовской Аравией. Скорее всего, пока такие планы. И Нуржан Серикбаев, я не знаю, видели его бой или нет, у него очень сильно стиль похож на Джервонту Дэвиса. А То есть с кем он- Я боксировал? это который он в боксировал рубашке, да, с- в оранжевую у тебя. Да, Я вот просто он. смотрел в У Инстаграме. него вес 63,5, но мы хотим постепенно А, спускаться. Ну, то есть он пока не такой медийный, но вот на него у меня очень большие Молодой? планы. Да, ему он 2000 года. Я хотел про это как раз поговорить. А ты вот стили им какие-то подбираешь? Ты их стилист? Не, нет, конечно. А, Да? стилист? Стилист, Да, да. я. Да. Ну, сразу видно, да. Я вот тоже думал, да, прикольно, что он уже в какой-то рубашке там такой. Да, выделяется, скажите, типа, прикольно это. Ну, вот мы сейчас создаем тоже ему стиль. Я еще вкладываю своих боксеров, там они книги читают, я стараюсь. А какие ты книги даешь? Английский, И воспитанием надо разные. заниматься. А ты тебе сейчас какая книга? Занимаюсь. Может, какие-то ужасные книги?
Почему? Не, надо спросить, какие книги. Я разные книги даю. Ну, сначала я давала... Вы даете, да? Прям. Да, выдаю, Библиотека, реально. прикольно. Да, выдаю. Но первую книгу я Ты давала потом Дейл проверяешь, чтобы он Карнеги. картинки не рисовал, типа там. Нет, ну они Как в действительно школе. читают. Просто мы потом эту книгу обсуждаем, и все. Ну, это же очень хорошо расширяет Расскажи, кругозор. какие если вы- книги? Дейла Карнеги я давала, Ох. потом... Психология. Да, ну почему это? На самом деле она, мне кажется, сейчас не сильно актуальна, но это такая вот для старта хорошая книга. Там разговорный язык больше. Потом «Атлант расправил плечи» давала книгу. Айн и... Да, Айн Рэнд. И еще последнюю дала... Блин. Он будет забыла, сейчас как все читать. называется. Года 2 «Атлант расправил плечи». Почему? Они Ну, уже такая прочитали? книга. Балуса быстро читает, очень быстро читает. Можно прочитать за один сбор. И Да. Балусе самой нравится читать, За она один уже сама сбор сейчас выбирает. Тренировочный. Айн Рэнд. Да, да. Если, ну, Ну, я тебе в зависимости говорю, от того, если как у тебя человек забрать читает. телефон, вообще на самом деле, если у человека забрать телефон, столько времени куча свободного появляется. Но я уделяю в день чтению где-то 40 минут, ну, по таймеру. Ну, Так я удобно последний очень. раз читал в 22 году. Ну, В 21-м или в 22-м В 22 все-таки? году. Вот Инструкцию тогда к связь не чайнику. ловила. Я почему говорю, что забрали телефон. Там связь не ловила вообще, короче. Ну, интернета не было. Ну, было, но в этот... дозировка была этого интернета. Я Волоколамское шоссе прочитал. И, блин, ну, мощная книга. Вот, кто не читал, Не читала. советую. Вот, почитайте. И, ну, Это любимая книга Нурбека Карбала. да, Нурбек Агаев. Реально? И вот он, кстати, да, мне тогда посоветовал, почитай эту книгу. Я взял, почитал. Ну, вообще мощная книга. Прикольно. О Значит, настоящих значит, надо взять. патриотах, наверное. Вот такая. Почитайте. Окей. Интересно. Возьму как раз И ищу вот книгу. я говорю, что ты говоришь, один сбор. Я, получается, мы там были 2 недели. Я вот ну, 3 недели возьмем, так грубо говоря. Я за 3 недели прочитал. Волоколамское шоссе чуть поменьше, скажем Ну. так, раза в 4, чем «Атлант Ну, расправил плечи». 700 страниц, если мы будем говорить, Я это читал 2 раза. 700 страниц на телефоне. Ну, где-то, наверное, 350 в печатном формате. Ну, лучше живую книгу читать. так. Да, да, намного удобнее. Ну, просто у меня жена любит читать очень. Ну, и прямо книги покупаем. И, ну, и когда читаешь живую книгу, совсем по-другому. Просто и зрение садится, и читать неудобно. Даже книги обсудили. Да. Да, вообще. Мне кажется, Я в шоке. Ну, обсудим. мы же уже Кино. обсуждали Давайте. то, что ты снимался. Не, вообще говорю. Любимый актер. Фанни Рафик. Дальше, следующий вопрос. Спасибо большое. Давайте еще, ну, тема, которую важно Мгм. обсудить, актуальную тему, потому что у нас все... Олимпиада? Да, олимпийский бокс, и, наверное, брали же у Балаусы комментарии недавно. По поводу трансгендера? Да, по поводу Не трансгендера. трансгендер оказалось. Ну да. Вот, хотел про это просто узнать, потому что я постоянно отрывки какие-то этих новостей слышу. Ты же постоянно в боксе. Да. Есть сейчас какое-то заключение вообще? Это девушка, Не это трансгендер. мужчина. Официально есть. Вот, заявление. хочешь послушать специалиста. Не, ну на самом деле я не видела официального. Есть. Есть официальная Есть статья? официально. Вот я Фаниль сегодня... Фаниль, типа, заперли в этой... Ну, я, кстати, с отцом обсуждала эту тему, и он сказал то, что он эту девочку знает с детства, он видел ее раньше на сборах, типа, и что это действительно девочка. Ну, почему она провалила гендерный тест, вот это не совсем Ну, и понятно. Видимо, есть аномалия какая-то болезнь, природная. да, аномалия природная. природная есть. Но она просто выглядит как мужчина. Ну, и тестостерон у и неё тестостерон повышенный. И, получается, хромосомы X, Y. И Ну, просто на бывает самом такое деле, типа, врожденная обидно, аномалия. так обидно получается то, что психологически это же сильное давление на нее. Ну, то есть весь мир на нее Да, и получился. еще раздули, а потом подняли историю. Она же и проигрывала. Она проигрывала Мгм. женщину, на самом деле же. И в 21 году ее ирландка выиграла. Да, получается, да, да. Еще она с россиянкой выходила, и она дала интервью тоже. Она говорит, да, нормально, она проигрывала, типа, я не чувствовала особо ее удары. То есть она сама об этом говорит. Просто взять итальянскую спортсменку, да, она там упала от одного удара. и Нос, да, тогда сломал? уже, да, там уже, да, раздувать начали. Но если спортсмен сам драться не хочет, я думаю, это не связано с тем, что... Накрутила, вот мужчина я с стоит. Да, Викторией Дудаковой походу. разговаривал, она как раз сказала, что если ты себе в голове уже накрутил, что против тебя, типа, человек, Да. который намного тебя сильнее, то, конечно, ты уже психологически надломишься. По-любому, но мне кажется, то, что в спорте 90% победа это все-таки психологическая психология. Я всегда Очень так сильно. считаю, что именно влияет. олимпийский уровень, там все одинаковые боксеры, плюс-минус. Да, Уровень да, 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 боксеров да. одинаковый. И здесь больше ментальность играет в первую очередь. Да, очень. Поэтому С Даже отцом вот тоже вчера смотрел финал Олимпиады. Вы смотрели финал Олимпиады? М, И какой у Хижняк, вот я могу отметить,
Ну, классный боксер. Он вообще как будто вот не видит преграды, вот просто идет вперед, пропускает и идет вперед. Он в третьем раунде работал как в первом. И предыдущую Олимпиаду он также работал. Ну, его нокаутировали. Да, ну там кто-то говорит лаки панч, кто-то говорит, да. Ну просто насколько человек ментально, да, вышел и в одном темпе постоянно, ну а хотя там, ну плюхи он тоже пропускал. И просто удивительно, да. Я, кстати, думала, что он проиграет из-за нокаута. Обычно, когда боксер падает в нокаут, у него вера в себя пропадает, типа, и очень тяжело. Ну, у Энтони Джошуа такое было, когда он в нокаут упал, он сразу начал проигрывать Да. постоянно. Ну и ментально, наверное, СНГшные спортсмены мы чуть-чуть по-другому мыслим. Вот, и у нас же нет спортивных психологов, на самом деле. Мы не работаем с... Ты знаешь же, да, что он спортивный психолог? По Да, образованию? конечно, да. Мы разговаривали, кстати, один раз по телефону целый час, когда у меня была проблема. Серьезно? Нет, не было такого, конечно, нет. Мы будем разговаривать Если такое было бы, у тебя серьезно. было бы уже 2 проблемы. Да, у меня 100%. Не, у меня было бы 10 проблем 10 после проблем, этого, да. да. Я бы перестала верить в себя. Да. Дорожные карты. И просто, вот, знаешь, Да, говоришь да. по телефону, Чисто Яндекс-карты были. говоришь по телефону и в нокаут падаешь после этого разговора. Да, думаю, блин, ладно, все. Ой, все, не накручивай. Ой. Ну, ребят, записывайтесь на консультации к Фанилю Фархатовичу. Деньги будем делать. Ольга 1000 тенге Александровна. час. 1000 тенге час. Звездные карты. А сколько, Всё, кстати, всё, за консультацию у что тебя сейчас? 1000, да? 1000 тенге. Час? Да? Я для друзей чисто на днюхи им подарю. Тебе 1000. Минутно. Очень хорошо побеседовали. Очень Да, разнообразно. И еще, Прикольно. да, Я столько душа. всего сегодня организовали. Вот тебе бой по боксу организовали. Да, бой с Балаусе почти организовали. Здесь. Почти, да. Когда будет бой, не забудьте про нас. А, серьезно? Типа Конечно. процентик? Хабиба вспомнили. Да, Хабиба вспомнили. Окей. Вспомнили топ-5 боксеров. Много о чем поговорили. Даже комментарии, которые будут под этим выпуском, обсудили. Да, даже это обсудили уже, офигеть. Много чего Мгм. обсудили. Спасибо, что пришли. Да, Улжан, что давай, позвали. да, Ждем какие следующего гостя. гостя? Улжан, Гостя. Адидас. Абибас. Адидас. 1-1. Я жду контракт. Они тебе позвонят. Обязательно. Это шутка была, да, спасибо. Здорово. Улжан, да, приходи еще, нужны какие-то действительно сейчас большие новые новости. Сори за тавтологию. И приходи к нам еще. Было Обязательно весело, приду. Если интересно. будете Приводи звать, к нам. я буду приходить по Будем возможности. звать, и желательно вовремя приходите, пожалуйста. Я вовремя Это ты пришла? должен был на меня Во временном смотреть, я же промежутке, опоздал. во временном. А, в Когда плане вас типа зовут- не с февраля? Да, вас зовут в феврале, надо приходить в феврале, а не... Все, Какой сейчас хорошо. год? Возьму на заметку. Друзья, 25-й. вы подписывайтесь на социальные сети Улжан, на ее спортсменов. Не забывайте. Десятку, сколько, 20-ку? 20-ку. 11. Да, пожалуйста, добейте добить 20-ку, Да, умоляю. потому что у нее ее заработок зависит от ее подписчиков. Не Факт. как у Фанили. Не, у меня Факт? по-другому я работаю. Отписывайтесь от Фанили, подписывайтесь Да, на Улжан. Да, пожалуйста, все подписчики Фанили, можете Да. ко мне сейчас. Мои Да. оставайтесь. Все, кто в блоке, Мои оставайтесь. переходите к ней. Все, кто в блоке, переходите. Да, не забывайте писать тупые комментарии под этим видео. Мы уже сказали, какие. Ладно, на самом деле пишите обычные комментарии. Может быть, у вас есть какие-то другие комментарии, кроме тех, которые я предсказал. Посмотрим, какой из меня предсказатель. Мистик Михаил. И пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели увидеть на ПХЗ. Надеюсь, вам понравилось. ПХЗ. Всем Да, пока. ПНХЗ. Не ПНХЗ, а ПХЗ. ПХЗ. Я Плохой сказала, товар. а я сказала ПНХЗ? Нет, показалось. ПХЗалось. Показалось. Все. Всем пока. ПНЗ тогда. По чё? Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Нефтехимический. Нефтеперерабатывающий. Нефтехимический. Но нефтеперерабатывающий. ПНХЗ. Химически он намекает на то, что он с Павлодара и химик. А, все. Я из Павлодара. А, серьезно? Химик, Ну, да. я как угадала сразу. Да. Все? Всем ассаламу алейкум. Найза Кэмп Реалити. Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством 2 чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов.
Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.